Когда я готовила свой доклад, значит, я ориентировалась на указ главы Республики Арсения Сергеевича Николаева 27 сентября 2018 года. Я не буду тут останавливаться на его пунктах. Основной пункт, значит, у него был такой. Способствовать созданию на территории муниципальных образований сети общественного экологического контроля и экологического мониторинга с увеличением в 2019 году количество общественных инспекторов охраны природы не менее чем в 2 раза. Сформировать в 2019 году муниципальные общественные экологические советы. В общем-то, как бы сказать, очень неплохо сказано. И по отчету к 1 января 2023 года в республике числится 523 гражданина, которые имеют статус общественного инспектора по охране окружающей среды. По их работе поступило 169 сообщений и приняты меры по 131 сообщениям. Это по отчету Министерства охраны природы за 2022 год. Ну, общественные инспектора проводят очень большую работу по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Поступает много сообщений по социальным сетям, по которым Министерство и его подразделения проводят внеплановые и рейдовые проверки. Однако из числа общественников не все являются общественными инспекторами, только часть людей вот так. И в министерстве проводилась очень большая работа по увеличению числа общественных инспекторов, которые в основном только числятся. Необходимо эту работу провести в порядок и доработать положение в общественных инспекторах, которые имеет это Министерство охраны природы, и на сайте вы можете ознакомиться с этим положением. И необходимо вот это положение доработать, сделать как бы рабочим. И для общественных инспекторов республики необходимо обеспечить регалиями, преференциями. То есть общественный инспектор должен иметь удостоверение общественного инспектора, жетон и так называемый протокол сообщения за сообщения по нарушениям, которые они выявляют. И необходимо было бы вот общественным инспекторам и общественникам, работающим, конечно, 3 дня отпуска добавить за участие в этих мероприятиях. Особенно большую работу общественные инспектора проводят по проведению зимних маршрутных учетов в республике и по подкорму животных в зимнее время. И необходимо было бы дать общественным инспекторам статус ветерана труда по линии Всероссийского общества охраны природы. Это единственная общественная организация, которая имеет положением своим удостаивать наиболее активных общественников статусом ветеран труда. И общественные инспектора должны были бы объединиться в общественные экологические советы, как написано, но, к сожалению, я вот звонила несколько улусов, и муниципальных образований вот этих экологических советов практически нет. И считаю, что указ в этой части не выполнен. За 2022 год в Министерство и его территориальных подразделений поступило 687 обращений граждан. Это в основном в письменном виде, и 48 было такой устной. Основные географии вот этих обращений — это город Якутск, Верхоянский район, Алданский район, Минский район, Кобяйский улус, Алёпинский улус. Это говорит о том, что вот эта география наиболее те места, где происходят большие нарушения. Но по сообщениям общественников на места выезжают контролирующие органы. При этом бывают случаи, что они берут с собой общественника с собой и выезжают с проверкой без него. Так, на проверку сигнала Красноперова Вячеслава Евгеньевича, Усмайский район, он очень много пишет по нарушениям, в основном это ООО «Дражник». И представитель Минэкологии Егоров Вадим Егорович с прокурорской проверкой выехал на место, и, конечно, заявителей не взяли. Но это я считаю, что так не должно быть. Там есть отписка, конечно, что могут выехать, но тем не менее, вот контролирующие органы должны с собой брать
общественника, когда идет проверка по его жалобе. Дело дошло до того, что Красноперова отказывается отоваривать магазины. Ну, теперь вернемся к вопросу о технологиях, о котором говорил, значит, глава. И вот в Алданском районе выделено 204 лицензии по добыче золота, как коренного, так и рассыпного. И по данным Якутской гидромедслужбы, река Алдан относится к сильно загрязненной реке. И с чего бы ему не быть, если вот 204 лицензионных участка, там идет добыча, и на маленькой речке работает драга, и какой современной технологии речь может идти. И в 2021 году я обратилась с письмом Айсену Николаю Сергеевичу о том, что по ЛДМАХу идет загрязнение и необходимо принять меры по устранению вот этих вот нарушений. Ответ пришел, значит, от Министерства промышленности и геологии под подписью Сычевского, где говорится, что по ООО «Прогресс» Министерством экологии и природопользования принимается меры, как засчитывается ущерб и наши штрафные санкции. Но ущербы не были предъявлены, ЛДМАХ как загрязняли, так и продолжают загрязнять. И, значит, обращались в правительство, Министерство экологии и общественности о том, чтобы отобрать у ООО «Прогресс» лицензию. Ну, значит, 3 раза оно было не принято. И вот этот вопрос остается открытым, и до сих пор ЛДМАХ загрязняется, о том пишет нам наш общественник Василий, который живет в городе Томмоте. По многочисленным просьбам жителей Енгра, Нерюнгринского района, где проживают представители малочисленного народа Северной Венки, а также наших активистов из Нерюнгринского района Гежа Анатолия Ивановича, Юхновец Юрия Викторовича, от имени нашего движения 25 января 2021 года было отправлено мне письмо в адрес Министерства экологии о том, чтобы, значит, приостановить лицензию по добыче золота у ООО «Титан Автотрейд». За многочисленные нарушения по природоохранному законодательству. Министерство проинформировало наше управление по недропользователю, направлено нам письмо, ходатайство о вводе лицензии отправило только перечень оснований прекращения права пользования по закону о недрах. Добавлю, что все-таки Министерство ходатайствовало об отзыве лицензию ООО «Титан Автотрейд» Роснедра в 2021 году, 2019 году и 2020 годах. И тем не менее, лицензионная комиссия при правительстве Республики Саха-Якутия, тогда председателем был Тарасенко, вот эти наши обращения, обращение Министерства охраны природы оставило без удовлетворения, и Автотрейд до сих пор продолжает работать, хотя у него, значит, в 2021 году лицензия закончилась. Но дело в том, что лицензия заканчивается по основному руслу реки, но там же бывают и маленькие речки, по ним, конечно, сидят и другие артели, и добыча идет. Ну, как мы видим, эффективный контроль за деятельностью, в первую очередь, золотодобывающих предприятий на территории республики практически не ведется. Полномочий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства для этого не хватает, а федеральные контролирующие органы практически самоустранились. При переработке золота, пород и вскрышных работ основным нарушением является загрязнение водных объектов взвешенными веществами и ионами металлов. Например, только в Алданском районе за лето 2023 года зафиксировано, это прошедшее лето, 17 фактов загрязнения водных объектов, что вызвало высокое общественное негодование. Это в основном, как я говорил, ЛДМАХ и другие объекты, которые сидят по реке Алдан. Это 204 лицензионных участка. Загрязнение водных объектов в результате деятельности золотодобывающих предприятий представляет угрозу для жизни и здоровья населения. Но тем не менее, значит, никаких мер практически не принимается. Видимо, блеск золота дороже здоровья людей.
Общественность республики активно участвует в проведении общественных слушаний и экологических экспертиз. Так, 7 мая 2020 года была проведена общественная экологическая экспертиза по проекту освоения лесов лесного участка, переданного ООО «Вудлен-24» для заготовки древесины в верховьях реки Амгар. Она было проведено Центром экологического просвещения Республики Саха-Якутия. Тут многие сидящие принимали самое активное участие в этой экспертизе. И была проведена государственная экологическая экспертиза по ООО «Ангара», где я принимала тоже участие. Было очень грамотное такое замечание. Они были переданы, Министерству охраны природы, были переданы тогда арендатору Маслобойникову. Но, к сожалению, вот они как меняются очень часто, теперь вот ими как бы владеет Белобородов. Но вот я вчера еще залезла в компьютер и посмотрела, что ООО «Вудлен» передано некой Белобородовой Татьяне, видимо, сестра этого Белобородова. Поэтому они меняются как вот эти, как печатки эти директора и учредители. Ну и по большому счету в районе Верхней Амги делового леса нет. Это значит, начали осваивать лес с времен Золотого Алтана, это начинается 27 год, когда осваивали Золотой Томмот и шли от Лены, района Чуран-База, шли до Томмота на верблюдах и вот рубили лес. Потом при строительстве комбината Эмильшак под обучи Флагопита, при строительстве автодороги Якутск-Большой Неверь, при проведении ВЕЛ-200, при строительстве железной дороги до Нижнего Бестяга. Вот это все строительство прошло, можно сказать, в этих местах просто с железным таким вот методом, и там практически леса нет. Что они собираются там заготавливать, остается как бы непонятно. Поэтому и общественность, вот сегодня я к вам обращаюсь, необходимо ставить вопрос об отзыве лицензии о этих двух ООО. Поскольку в сетях, СМИ прошла информация, что Белобородов привлекается к уголовной ответственности за, там я не буду говорить за что. Дело в том, что эти Белобородовы — это целая семья, оказывается, их там 4 человек. И вот они являются еще тем, что они в верховьях реки Лены, в районе Киринги, тоже заготавливали лес, и там практически леса не осталось. Это очень большая беда для якутян. Ну, хочется отметить, что вот эти проблемы с этими леспромхозами в верховьях реки Амги выявили очень много тех проблем, которые имеются в общественном движении. Это иногда нами владеют эмоции, нет иногда профессионального подхода, а для некоторых, если это пиар, для того, чтобы что-то сделать в государственном депутатстве, и, конечно, и нет для самого населения. Мы вот сколько бы ни работали в городе Якутске, сколько бы мы писали, если люди на местах не поддерживают нас, то работа, конечно, это не имеет эффекта. При содействии общественной организации «Амма Картала», Неустроева Светлана Александровна, и нами была проведена большая экологическая экспедиция в онлайн-формате по улусам бассейна реки Амгар. Это мы охватили 4 улуса: Алданский, Татинский, Чурапчинский, 4 улуса, и, значит, участвовало там 18 муниципальных образований. Это мы в течение 2 месяцев работали беспрерывно. По этому поводу была организована рабочая группа в Министерстве охраны природы по приказу Сахамина Милановича по созданию схемы особо охраняемых природных территорий по реке Амгар. И по этому вопросу, по развитию экологического туризма по реке Амгар, не поступило ни одного предложения, ни одного.
И в этом году я по WhatsApp смотрю, что в районе Аньоса население и муниципальное образование убирает мусор после туристов. И считаю, что это абсолютно неправильный подход. Таким образом мы не сможем воспитать своих детей, школьников к охране природы. Потому что богатенький Буратино приезжает, мусорит, а ребенок убирает. И поэтому необходимо привести в порядок по реке Амга, так называемое развитие туризма. И тут, значит, местные муниципальные образования должны проявить очень большую инициативу. Ну и была попытка организовать природный парк Амга. Вот там совещание было, министерство выезжало туда, но население выступило против этого мероприятия. И я считаю, что это неправильный подход, потому что идет очень интенсивное освоение реки Амга. Если мне память не изменяет, оно началось еще 1994 года, когда хотели в среднем течении Амга посадить спецподразделение МВД по рубке леса. Тогда Сидоркевич очень сильно выступила против, и вот решение было отменено. Ну, в данное время, значит, 2 поползновения будет, и 3 будет наверняка скоро. Ну и наши общественники активно принимают участие в общественных слушаниях, проводимых в республике, таких как строительно-атомная электростанция малой мощности в Устьянском районе, вахтовый поселок Элька-Уголь, полигон твердых коммунальных отходов в городе Якутска, мусоропереработочная станция в городе Якутске, строительство полигона комплексной обработки ТКО в Вилюйском районе и в других. И была проведена общественная экологическая экспертиза по строительству завода метана в Нижнем Вестяхе. Прошли очень бурные общественные слушания, в результате ЕТЭК был вынужден приостановить свой проект. И в мае этого года нами был рассмотрен проект закона Российской Федерации о старательской деятельности. Свои замечания мы передали Галтумян Сахамилю Милановичу, и он, значит, принял наши замечания, и оно легло в основу протестного письма нашей республики в Государственную Думу и Республика Саха-Якутия. Из этого пилотного проекта была выведена. То есть мы как бы остановили это мероприятие, но я думаю, что к этому наверняка вернуться. И не так давно прошли общественные слушания по макету развития города Якутска, в котором я присутствовала. Проект был очень сырой и выполнен в спешке, требует серьезной доработки. Свои замечания я вручила мэру города Григорьеву, но до сих пор ответа нету. И планирует расширение города, строительство города в сторону Зеленого Луга. Это 204 квартал, 205 квартал. То есть до пригородного будут строить город, вот весь этот луг опять засыпать хотят. И это является, в общем-то, преступлением против этого природного объекта. Не знаю, о чем думает власть города. Вот я являюсь старожилом города Якутска. За все эти годы общественное мнение властями как бы встречается неоднозначно в штыки. И все меры, все вот это начальство, которые приходят друг за дружкой, я уже забыла, их очень много было, они свою деятельность начинают с засыпки Зеленого Луга и городских, благоустройства городского канала, который, к сожалению, так и не приводят в порядок. И поэтому по Зеленому Лугу необходимо, наверное, вернуться, общественное слушание сделать и сделать свои нормальные, грамотные замечания. Ну, по проверке, значит, возникает очень много ситуаций, таких не очень хороших ситуаций. Ну, особенно это касается недропользователей, потому что проверка недропользователя в основном это прерогатива федеральных органов, говорят, и республиканским здесь делать нечего, как бы, да. Но что-то не слышно, чтобы Росприроднадзор или рыбоохрана выступали и предъявляли свои ущербы. И тут еще трудность в том, что есть закон, постановление правительства, 335, по-моему, да, где запрещается уже, начиная с этого года, запрещается выезд контролирующих органов без согласования с прокуратурой.
И пока прокуратура напишет, пока прокуратура ответит, недропользователь уже как бы стоит на готове, и когда приезжают контролирующие органы, как бы нарушения они не выявляют. Это было не раз. Ну, в связи с вышесказанным сферой восстановления прав граждан на благополучно окружающей среды, Иван Иванович, охрана Роза водных Васильевна, микрофон сохранение отключите. качества водных объектов, внести изменения в постановление правительства Российской Федерации, вот о котором мы говорили, 306, об особенностях Иван Иванович, организации Роза Васильевна, осуществления микрофоны муниципального отключите. контроля. Здесь, значит, нам необходимо, наверное, доработать это. И как уже я сказала, на федеральные объекты не пускают наших общественников и инспекторов Министерства экологии. Например, в Алданском районе имеется 30 вахтовых поселков «Газпрома», где не соблюдают элементарные правила санитарии и экологической безопасности. И вот спрашивается, где федеральный Ростехнадзор, пожарная служба и Росприроднадзор. Тихо. Ну и еще хотелось бы коснуться вопросов особо охраняемых природных территорий республики федеральных. Их у нас три заповедника, 2 национальных парка, 2 заказника. И живут они как-то обособленно, не контактируя с Министерством экологии, с его подразделениями на местах. Они прежде всего находятся на территории Республики Саха-Якутия, и они обязаны работать с республиканскими органами, с общественностью, как объект, охраняющий природу, бюджетообразующие органы на местах. Думаю, что в этом плане навести порядок уже настало. Особая озабоченность у меня вызывает так называемый сбор мамонтового бивня северных улусов. На самом деле это не сбор, это самая хищническая добыча бивня с применением гидроустановок и прочей техники. Согласно закону о недрах, разрешается сбор мамонтового бивня. При современных реалиях идет смыв северных рек и происходит оттаки мерзлоты, происходит загрязнение рек взвешенными веществами, ну и грязной водой, как говорится. И вот Паяне пишут, река грязная, туда-сюда, но когда там идет добыча вот гидроустановками, смыв идет вот всего берегового берега, о чем говорить, да? И поэтому здесь необходимо в законодательном отношении привести в порядок вот этот так называемый сбор мамонтового бивня. Была попытка, значит, мы в этом направлении работали, подключился, значит, и наш депутат Тумусов, ну, как-то все это тоже ушло небытие. И хотелось бы сегодня, значит, обозначить еще одну проблему. В Хангаласском улусе, значит, в течение 20 лет Прокофий Романович Наговицын работает со школьниками, экспедиционно, называется Эллаяда, эта экспедиция. И ребята за эти годы выявили очень много таких моментов. Вот это растут краснокнижные виды растений, обитают краснокнижные виды птиц. Нашли много палеонтологических там этих объектов. И, значит, там еще находятся археологические памятники, которых республика гордится, потому что это место, где, значит, жили наши предки давно, когда еще пришли с низовьев реки Лена. И на этой местности, вот Кулаты и местности Мыран, собирается строить огромную инфраструктуру по туризму, что наверняка нарушит вот нахождение вот этих вот краснокнижных видов. Поэтому хотелось бы от нашего, так будем говорить, совещания поддержать Прокопия Романовича и в этом направлении провести работу по заповеданию, по охране вот этих вот объектов. Там они, ребята, нашли место обитания орла, где вот очень, в общем-то, будем говорить, очень редко такое явление. Ну и хотелось бы в заключение сказать, что общественное движение в охране природы имеет большую роль. Благодаря общественникам, которые видят органы быстро узнают о нарушениях, мы участвуем во многих мероприятиях по охране природы, начиная с волонтерства и тушения лесных пожаров. И пришло время общественности и республиканским властям решать
экологические проблемы совместно. Но, к сожалению, я сегодня не вижу тут власть держащих. Почему все были приглашены, почему не пришли, не знаем. Но я думаю, что на сведения я обязательно министерство доведу. Там тоже выступили, почему они так делают. Из министерства тоже никого нет даже. Нет. Нет. А когда мы пишем там, то тут они сразу, ага, там Надя, тут же только начинают шевелиться. Поэтому вот они должны были обязательно быть. Ну все, у меня такой вопрос.